Сегодня героиня нашей программы молодая мама с маленькими детьми. Собственно, поэтому и гора идет к Магомету. Это Халиде Fashion. Всем привет. Мы начинаем. Моя жизнь, наверное, разделилась на две части. До замужества и после. До замужества я была переводчиком, у меня был активный образ жизни. Я работала с утра до вечера, до позднего. А потом вышла замуж. Появился один ребенок, второй. И семейные хлопоты меня, конечно, поглотили. Работа осталась на втором плане. А сейчас моим детям 6 и 2, и я занимаюсь в основном их развитием, по чуть-чуть в каждой области. Я сама вышиваю, поэтому учу дочь вышивать. Она очень любит у меня поделки делать разные. Это поделки из дерева, из страз, из пайеток. С сыном мы тоже занимаемся, по большей части спортивными упражнениями. Он может, допустим, на кольцах как-то там повисеть, на стенку любит лазить. Глядя на него, я тоже решила позаниматься в тренажерном зале, почему бы нет. Значит, вы работали переводчиком? Да, переводчиком турецкого языка. Турецкого языка? Турецкого. O zaman Türkçe konuşalım. Konuşalım. Hangi dillerini daha biliyorsunuz? İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca. Ya. Yeter mi bu kadar? Kırım Tatar. Kırım Tatar dili. Kırım Tatar atasözüne göre çok dilleri öğren ama öz dilini bil. Evet, daha bir atasözü var. Çok dil, çok bir dil, bir insan. Çok lisan, çok insan. Yani ne kadar dilleri biliyorsan, o kadar çok kültür biliyorsun. Мы тоже решили последовать хорошему примеру. Здоровый образ жизни – главный тренд современности. Все, хватит. Эльвина, как мне кажется, вы недавно были у парикмахера. Да, вы правы. Да. И, наверное, не совсем довольны результатом, как мне кажется. Я хотела бы что-то посветлее, но дело в том, что у меня был черный волос, и мне сказали, что это максимум, что мы можем сделать для первого раза. Да, верно, это достаточно сложная процедура, выход из темного цвета, но я думаю, что мы сможем вам помочь. Придется изменить форму вашей стрижки, уйти из этой асимметрии. Возможно, она немного останется в челке. Ну и, конечно, мне очень не нравится тот цвет, который сейчас у вас на волосах. Я думаю, что мы уйдем от него либо в темный, либо совсем в светлый. И тот, и другой цвет вам подойдет. Итак, Владимир, у нас по существу мелирование на темные волосы, сделанное 2 недели назад. И от себя хочу отметить то, что мне совершенно не нравится форма, как мне кажется, пропорционально к этому лицу она неправильная, не хватает объема на затылке, сверху. Хочу услышать, что ты предложишь. Темный волос сначала нужно правильно подготовить к мелированию, а потом, если хотят сделать мелирование, то его можно сделать. Здесь, конечно, будет работа очень сложная, потому что нам нужно будет правильно это все смыть для начала вместе с черным цветом, а потом все-таки я склоняюсь к тому, что будет более светлый оттенок, потому что на данный момент здесь пигмент и черного цвета, и рыжий, и белый где-то кончиков. Черный цвет – это примерно около 5-7 часов выведения. Я постараюсь сегодня сделать более теплый, красивый блонд. Приступим? Я выполнил сложное окрашивание в 3 этапа и получил золотистый блонд. Мой совет для девушек – очень задумайтесь перед тем, как окрашивать волосы в черный цвет. Итак, Фатиме, Эльвина у нас мечтала стать блондинкой. Естественно, цвет волос поменялся, макияж тоже должен поменяться, и, как мы любим говорить, цветотип у нас изменился. Что мы сегодня будем делать? Главная задача сегодня изменить форму и цвет бровей, скорректировать овал лица, а также высветлим зону под глазами. Это придаст нам более выразительный и свежий взгляд. Иште букадар, что в переводе с турецкого означает «вот и все». Иште букадар. Смотрим результат. Поехали!
Я не мог себе представить, что из моей девочки могут сделать такой красавицу. Не мог. Она была красивая, и есть красивая, но сейчас еще красивее. Я предполагал, что что-то будет такое. Каждый день, конечно, видим тоже красавицу, а сегодня это вообще супер просто. Я видел много комментариев к нашим видео от мужского пола, но ни одной заявки. Мужчины, будьте смелее, мы ждем ваши анкеты. И прощаемся ровно на 1 неделю. Пока.